Татарии выпала важная роль. Она была ведущим нефтедобывающим районом страны. Советская Татария к началу 90-х стала не только нефтяной и сельскохозяйственной житницей, но и сосредоточением научных учреждений, машиностроительных и нефтехимических предприятий союзного значения. В республике проживали более 3,5 миллионов человек. Татарстан, Башкортостан стремились стать союзными республиками, начиная с революции 17 года. Судьба так распорядилась, это нам не удалось. Но когда началась перестройка, говорят, гласность, и Россия приняла декларацию о государственном суверенитете, мы о своих правах заявили. Как отмечают эксперты, это фундаментальное решение имело большое обоснование. Республика по своему потенциалу ничем не уступала другим союзным республикам, будь то среднеазиатские республики или прибалтийские республики. И все это стало той объективной основой, которая способствовала появлению вот этого определяющего документа. Определяющей, даже судьбоносной стала декларация о государственном суверенитете. Ее принял Верховный Совет ТССР на сессии 30 августа 1990 года. Татария стала уже не автономной, а полноценной республикой в составе Советского Союза и стала именоваться Республика Татарстан. Мы взяли на себя ту ответственность, никому которого еще не приходилось испытать в истории нашей республики. Природные богатства и недра республики стали собственностью ее народа. Получили равноправие государственные языки – русский и татарский. Декларация стала фундаментом масштабного процесса государственного устройства Татарстана и демократических преобразований с учетом мнения жителей. Принципиально новый этап политического и социально-экономического развития Татарстана ознаменовала принятая в 1992 году Конституция Республики. Основной закон выступил и надежным правовым фундаментом при принятии Конституции России и преобразований во всей Российской Федерации. Конституция отразила всю уникальность Татарстана. Был установлен статус республики, институт президентства. Результатом преобразований стали общественно-политическая стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие, стремительное экономическое развитие и многочисленные социальные программы, направленные на повышение уровня жизни. Не зря, наверное, из Татарстана столько людей сейчас привлекают на работу в Москву. Это же тоже показатель того, что республика успешно и позитивно развивается. То есть люди, которые подняли Татарстан или сыграли свою большую роль в развитии Татарстана, они помогают в развитии государства в целом. И мне кажется, что эта декларация как раз способствовала тому, что федерализм в российском государстве стал не просто на бумаге, а стал реальностью. Как отмечают, декларация Татарстана способствовала региональному развитию всей страны. Следуя ее принципам, Татарстан последовательно отстаивает принципы федерализма и защищает интересы регионов. А как гласит известный тезис, сильные регионы – сильная Россия. Годы после принятия декларации доказали, что республика шла и идет поступательно в своем развитии, несмотря ни на какие, будем говорить, внешние факторы. Республика сегодня, возглавляемая нашим раисом Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, ежедневно доказывает о правоте той декларации. И посмотрите, насколько сегодня, насколько авторитетна наша республика не просто на масштабах нашей страны, а в масштабах и на международной арене. Татарстан – это базовый, наиболее развивающийся, экономически сильный регион Российской Федерации. На нас смотрят все, берут пример с Татарстана. Татарстан постоянно ставит высокую планку. Конечно же, это благодаря трудолюбивому народу, вкладу каждого татарстанца, благодаря мудрому руководству Республики Татарстан. Сейчас Татарстан – регион-донор с растущим населением, один из активных в стране по привлечению инвестиций. Республика стала площадкой для различных мировых мероприятий и мостом выстраивания международных отношений. Сегодня Татарстан является одним из высокоразвитых опорных регионов Российской Федерации. Занимает лидирующую позицию по многим ключевым показателям. Особенно показательна работа и визиты Рустама Минниханова как доверенного лица Российской Федерации. Вот это нарастание постепенного развития переходит в качество. И вот то, что
Он представлял Российскую Федерацию на форуме в Венгрии, то есть выполняя прямое указание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это является не просто таким залогом доверия огромного, но и то, что он сохраняет очень хорошие связи не только, как было принято раньше, со странами мусульманского Востока, но и с Дальнего Востока, теперь и с европейскими странами, и традиционно с Турцией. То есть Татарстан становится ключевым регионом не только внутри Российской Федерации, но и все больше завоевывает уважение и авторитет на международной арене в лице своего раиса. Принципиально важным является то, что руководство республики, раис республики, правительство республики постоянно ищет, постоянно себя пытаются в том числе и предложить под новые проектные решения, которые возникают на федеральном уровне, а зачастую являются инициаторами таких решений. Татарстан продолжает строить амбициозные планы в экономике, образовании и инновациях. Это еще раз доказывает, фундамент государственности был верно и надежно заложен, и спустя 3 десятилетия служит точкой опоры для дальнейшего развития. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, Наиль Абдуллин, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань.